Сколько что производится и какие перспективы развития в дальнейшем. На сегодняшний день по Ознакаевскому району сельхозпроизводством занимается у нас 3 крупных агрохолдинга. Это ООО «Союзагро», который организован в 2015 году. На данный момент она как бы уже по проекту заполнена поголовьем скота, и также она ведет растениеводством, плотно занимается. Также на сегодняшний день по «Союзагро», конечно, все цифры и производственные процессы, они точнее сами скажут, но я поверхностно скажу, что они занимаются в основном производством молока и мяса. По району у нас производится 148 тонн молока ежедневно. Из них вот 66% молока, 80 тонн молока производится в «Союзагре». Так, второй у нас крупный холдинг, агрофирма «Знатай», вот представитель Игорь Зелатович, тоже объяснит и пояснит, как занимаются, как обстоят дела. Они производят на сегодняшний день 33 тонны молока. И, как вы знаете, в 2020 году было начато строительство мегакомплекса на 2000 голов. Она сейчас начинает вступать в строй. Уже скотом заполнено уже на 40%, 1200 голов на сегодняшний день там доится. Современнейшие технологии, с цифровизацией, с управленческими системами, тоже вот как бы подробно объяснить не разделать. Далее у нас растениеводством занимается агрофирма «Август Муслим». Она как бы земли занимает в Ахитовском сельском поселении, в Туйкинском сельском поселении. Тоже в перспективе планирует строительство комплекса животноводческого. Как видите, агрохолдинги тоже существенное место занимают в производстве и производстве продуктов, и животноводстве, и растениеводстве. Далее у нас идут средние сельхозорганизации. Вот ООО «Марс» у нас, вот СКПК «Талдыгуляк», у которых содержится от 200 и более голов тойного стада. Посмотрите, на производство льна миллиарды, на производство животноводства миллиарды. Строят животноводческие комплексы, потому что в России земли хватает, кормов хватает. Европа, она ограничена по земле. Она не может кормить коров, как бы у них есть ограничения, а в России нету этого. Поэтому сельское хозяйство – это перспектива на будущее. Государство гранттар, поддержканы бик көп берет начинающих фермерлерге, действующих фермерлерге. Айтып кетсек, районымыздағы 100 фермерның 76-сы начинающий фермер. Государстводан поддержка алды, гранттар. Бұл семейный фермер деп аталады, агростартап деп аталады, бұнысы бар енді. Тілеген кішіге, ниеті болған кішіге, пожалуйста, ішлерге мүмкіндік бар. Жігітлер біздің енді ішлей, елдің састап яңара, яшара. Мына біздің комплекс бойынша Расим абай айтып өтті бит енді. 2000 башта біздің биыл комплекс тула тірлікшілік бойынша 2000 баштауын сыйырға енді 1200 биыл қайтты, күн сайын туралана. Енді айтырға керек тоқымлы сыйырлар ташу күн сайын бара. Анда да шошындай зор жоғары білімлі, техник білімлі егітлер қызлар керек. Практика периодында сіз шошы зор қожалықтарға барып, агрофирма Алтынай, Союз агро қожалықтарында зор егерлі техникада ярдәмші болып беріп, аның мүмкіндіктерін көріп, аның мүмкіндіктерінен файдаланып, келешекте шошы техника белән идарә итәрлек итеп практика үтәргә тиеш. Алар каршы түгел. 200 баш савым сыйырыбыз бар, 4,5 гектар жеребіз бар. Енді шуның белән инде без бүгенге көндә үзебезнең яшәешне алып барабыз. Инде нәрсә әйтергә кирәк?
Biz de indi bu gel turmuyoruz ise biz de indi özümüzün güç bilen bizden indi tige ortaktan yardım etip duruşlarımız yok. Biz indi özümüzün güç bilen indi yine market teknik isimden aldık. Indi bile yama traktörler alıp koyarız, yama jiriş kartatılan tekniklerini alırız. Indi varsına da içine tırışalım indi bile ettiler ki indi tırışsan bütün işler bula deyip bütün tırışsan indi bile bütün işler bula indi şuna tırışına gerek indi bile yandan indi bile biz özümüzün güç bilen indi bile institutlarga da jiberemiz bizim Zakaymalayı bile ikinci mektebinde götürgen indi agronom okup indi Vaysayın ama stipendiyasını төлep 4 yıl boyunca okutup kaytardım bile indi şunun işler bilen de şoğlanabız indi ama Vaysayın stipendiya төлep okup kaytı 2 yıl indi şunda işlep kile şunun işler bilen indi firmalarda da hani indi kul kişi yok edildi. Bu kişi denizin mekanizasyaya, malaka pravut varsa da var indi şunun bilen indi nasıl gerek? Борщите да яшера керек, штаря керек, тырышыга керек. Программа, вот. Коротко только коснулся, тут Алексей сказал же, более 76 человек, начинающий фермер. Ну, начинающий фермер, он сначала тяжелый был, потому что нужно было свою работу бросить, защищаться, бизнес. А теперь есть агростартап. То есть, если вы хотите создать свое дело, вы можете на селе по начинающих фермеров. Не надо. Сначала защищайтесь. Если вы получили до 5 миллионов рублей по своему бизнес-плану, вы можете открыть свое крестьянское фермерское хозяйство. А семейные фермы до 30 миллионов. У нас, вот, кто с Буралов знает, там, ну, правда, парень был он с Муслимовского района, по нашей практике открыл разведение птиц. У нас мы первым в районе приняли программу 17-21 года развития села. 3 и 4 главы как раз посвящены на то, чтобы развивать, почему я хорошо знаю, потому что я его сам писал, это на развитие бизнеса на селе.